Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Софина. В эфире программа «Тема дня». Я ее ведущая Наргиз Касымова. Сегодня у нас в гостях члены общественного движения или инициативной группы «Очистим любимый город от мусора». Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Ребята, вы представители различных государственных, частных организаций, да, просто неравнодушные люди, которые решили однажды утром взять и очистить город от мусора, а точнее это берега реки Душанбинки. А кому первым пришла эта идея в голову? Здравствуйте, меня зовут Амир Исаев, и как бы эта идея не пришла прямо вот так, мы проснулись и она спонтанно появилась, это как бы накипело, потому что мы часто ходим в горы, устраиваем походы, и вот, допустим, когда мы туда идем, мы идем отдыхать, потому что мы знаем, что там природа и что там чисто, и мы стали замечать, что с каждым годом мусора становится в горах все больше и больше, и как бы уже, когда ты в городе находишься, ты как бы не обращаешь на это внимания, но когда ты приходишь на природу, мусор явно видно, и как бы это было катализатором, чтобы устроить такую акцию в городе, чтобы обратить внимание общественности к проблемам загрязнения, потому что люди вообще не обращают внимания, когда они выбрасывают мусор на пол. Это для них уже как само собой разумеющееся, это уже как часть культуры. Ну, это некоторые, да, скажем так. Почему река Душанбинка? Почему решили, что по берегам вот нужно очистить? Душанбинка, потому что у нас есть зоны отдыха на Варзобе, их становится с каждым годом все больше и больше, и мусора становится все больше и больше, потому что у них тоже какое-то мышление такое, что выбросить в реку мусор, и он его унесет, и проблем не будет. Поэтому как бы Душанбинка выбрана, и поэтому тоже. Я так понимаю, что вы бросили клич в социальной сети, да, и вас поддержали. Это уже несколько таких акций, да, по очистке берегов реки Душанбинки. Как было в первый раз, сколько человек подключилось? Так, ну, в первый раз мы вообще ожидали, что придет где-то человек 20 или 40, и то это по самым оптимистичным таким прогнозам. В принципе, А пришло 70? Да, пришло 70-80 человек. Мы уже не стали считать из-за того, что это первая акция. Мы были заняты именно вот организаторскими какими-то вопросами, потому что они появлялись прямо на ходу. Неожиданно и приятно, что столько людей откликнулись, особенно вот в Фейсбуке, когда я сделал этот пост, и люди стали активно на него реагировать, комментировать, репостить у себя в лентах, и как бы этот вопрос, ну, начал получать огласку. Это было неожиданно, и вот что 80 человек пришло на первый раз, это было очень приятно, да. Я думаю, что это было здорово. Можно технические моменты, да, когда проводишь такого рода акции, да, по очистке, это же такие субботники масштабные, сколько, я не знаю, техники, аппаратуры, может быть, каких-то предметов нужно, и насколько помощь коммунальных служб города, да, подключилась? Навруз Адинаев, директор частной юридической организации. Я сначала хотел поддержать Амира по поводу того, что действительно первые разы, когда мы в горы ходили и видели там кучу мусора, который никто не убирает, и мы старались оттуда брать с собой и тот мусор, и свой мусор, который мы не хотели там оставить. И при том, поскольку там отсутствуют, конечно, всякие места сбора для мусора, мы с собой этот мусор таскали там десятки километров даже пешком, чтобы не оставлять там мусор. И поэтому многие горожане, когда говорят, что не хватает урн в городе, мы им хотели бы сказать, что действительно, если вы не хотите бросать мусор, можно его всегда даже до дома донести и оставить, ну, бросить в мусорку. Это раз. А по поводу самой акции, первый раз мы когда устроили первую акцию 15 сентября, совпало так, что это был Международный день чистоты, об этом мы не знали, это было спонтанно принятое решение. И для первой акции на самом деле мы потратили около 1000 сомон. Это все ушло на пакеты мусорные, на перчатки, чтобы раздавать всем участникам, на маски. И этого действительно хватило на 80 человек. Ремарка, 1000 сомон, я так понимаю, что вы свои деньги вложили. Да. 1000 сомон мы свои деньги вложили на первую акцию, на вторую и третью акцию уже подключились и другие организации, которые нас очень обрадовали, что они очень активно участвовали, и мы даже уже отказывались от многих предложений, мы говорили, что у нас уже всего хватает, что нам уже как бы всего достаточно, поскольку на третью акцию мы около 3000 сомон потратили. А сколько мусора собрали? Можно мусора... в килограммах, в пакетах, как это? Первый раз на первой акции мы насчитали где-то 100 мешков мусора, даже больше 100 мешков мусора было. А на третьей акции уже около 200 мешков мусора. Когда коммунальщики пришли,
И мы еще раз хотели бы поблагодарить мэру города за поддержку, потому что они практически сразу отправили нам КАМАЗ. Этот КАМАЗ был заполнен доверху, целый КАМАЗ мусора мы собрали. И на последней акции участвовали уже, когда мы посчитали, 246 человек. Это все добровольцы, которые горожане, которые сами решили присоединиться абсолютно добровольно. Что именно важно, на мой взгляд, когда люди сами приходят и убирают мусор, это когда они приходят и убирают сами мусор. Дальше они не бросают мусор, они стараются не бросать мусор, и даже они делают замечания тем людям, которые бросают мусор там спонтанно. Многие из них, которые участвовали в первых акциях, очень были довольны этим и говорили, что вот теперь они поняли, что мусор никуда не исчезает, и его надо убирать. И когда мусор просто разбросан, и не очень видно, когда его собираешь и видишь, что там гора мусора собирается, все говорят, что понимают проблему и тоже активно стараются участвовать для сбора этого мусора. Мне нравится, что такие инициативы исходят от душанбинцев, да, от неравнодушных. Давайте послушаем девушку, молодого человека. Почему вы были на этой акции? Зачем вам это нужно? Насколько я понимаю, все вы работаете, у вас есть свои какие-то профессиональные, да, и прочие обязанности, но при этом вы решили поддержать такую инициативу. Юлия Лесик, волонтер. На самом деле, когда ты просто занимаешься какой-то деятельностью, ты приходишь на работу, ты возвращаешься домой, ты пытаешься как-то растить своего ребенка и окружающих к чему-то призывать, и в определенный момент ты понимаешь, что не всегда это работает. И ты понимаешь, что ты один не можешь идти против всего мира. И когда появляются такие ребята, как Амир, как Навруз, и когда ты видишь, что это начинает работать, тебе хочется тоже что-то сделать. Пусть ты придешь один, и пусть это будет несколько ребят. Нас было много, мы просто дали клич в компании, и люди пошли. И мы все вместе пришли, и мы потратили целый день на это. Но у нас было столько положительных эмоций, мы после этого очень долго это обсуждали. Радовало то, что мой ребенок, которому 6 лет сейчас, который просто пришел, сказал: «Мама, что ты там делала?» Я собирала мусор. А почему? Это ты намусорила? Нет, не я, это мусорили другие люди. И когда мы вышли в следующий день на улицу, и он увидел, что впереди идущий ребенок бросил мусор, он подошел и сказал: «Подними». Моя мама собирала тоже этот мусор, и остальные люди тоже собирали, и у ребенка было сначала такое изумление, но в другой раз я думаю, что если каждый из нас начнет это делать, каждый из нас начнет тратить свое время, и мы будем говорить об этом, и люди будут понимать, что просто проходящие даже в тот день ребята, которые совершенно шли по своим делам, они просто останавливались, они интересовались, если перчатки, они спускались, они тратили свое время на это, и в следующий раз, наверное, каждый из них бы задумался и больше этого не делал. То есть позитивные перемены, они возможны, и когда люди со стороны смотрят и подключаются, реально можно изменить многое к лучшему вокруг нас. Конечно, радовал еще тот факт, что когда мы первый раз пришли, мы видели, что до этого собирались люди, но когда я пришла сама и увидела, что там очень много молодежи, это не могло не радовать. То есть как мы привыкли сейчас видеть нашу молодежь? Это Facebook, это Instagram, социальные сети, фотографии и так далее. Но когда мы увидели, что ребята действительно пришли, они потратили свое время, они с энтузиазмом спускались, там была вода, было мокро, но ребят это не останавливало, и в следующий раз я думаю, что их будет еще больше, и это будет некий такой стимул дальше развиваться в этом направлении. И пусть это будет, мне кажется, модным трендом, который стоит поддержать. Почему вы пришли на эту акцию? Я Шариф Махмудов, я работаю в водно-экологической сфере. Мы проводим различные мероприятия в регионе Центральной Азии и в том числе в Таджикистане по охране окружающей среды.
Я очень рад, что такие акции начали действовать у нас в городе. Знаете, когда человек сам убирает мусор, он задумывается и подает пример другим. Я узнал про акцию через социальную сеть, которую Амир постил в Фейсбуке. И, к сожалению, в первой акции не смог участвовать, а потом во второй акции я участвовал. Потом в третьей акции я своих друзей пригласил на эту акцию. Где-то нас было 20 человек. А мне понравилось то, что отрадно то, что я видел там маленьких детей, родители, которые пришли с детьми, да. И вот это было для меня... Это вас впечатлило? Да, впечатлило мне вот это. Спасибо. Если говорить, давайте вот об этом вопросе, когда часто бывает, да, слышишь, да зачем вам это надо, да, опять же там будет куча мусора, да, стоит ли это убирать, тем более не вы этот мусор создавали и прочее, да. Как вы на такие вот комментарии реагируете и что вы думаете по этому поводу? Дело в том, что пластик почти не разлагается. Мы не говорим о том, что мы вот собрались, допустим, человек 100 или 200 или даже 300, и мы избавили уже Таджикистан от проблемы мусора. Это не так на самом деле. Мы хотели подать пример другим, чтобы после нас, допустим, мы только в городе пока это делаем, в городе Душанбе я имею в виду, остальные, мы видели, кстати, может быть, это наша инициатива, может, не наша, что в Худжанде кто-то уже начал собирать мусор. Я тоже видела, да. Начали собирать Чилучор, Чашмак, мусор. Начали собирать, просто ребята выложили тоже в социальной сети, что они район Гуристона чистят от мусора. То есть основной посыл был в том, чтобы люди везде были задействованы и убирали мусор хотя бы в своих регионах. Если говорить глобально, я хочу вас поддержать. Вы знаете, многим людям не хватает вот этой какой-то идеи, мысли, мечты, желания, да. А когда получаешь какую-то вот такую весточку, да, тебе кажется, что действительно жизнь на самом деле такая интересная, насыщенная, и можно что-то менять, и ты можешь это изменить, да. Вот в этом плане, мне кажется, такие акции показательны, когда по другим городам республики вот это движение как-то идет эхом и какой-то такой отклик получает. Если говорить о каких-то мерах, которые после этих акций, что дальше будет? Я знаю, что это не разовые акции, да, вы планируете, наверное, что-то еще масштабное провести и не оставлять это вот как раз, вы, наверное, это пролонгировать на будущее. Мы хотим следующую акцию провести 27 октября, в воскресенье, на реке Душанбинки. Это последний мост, Красный мост напротив ипподрома, который в 10 утра, опять-таки, мы там собираемся, поскольку выходной день, и люди спокойно могли добраться до этого места. А по поводу глобальных инициатив, которые мы хотим провести, это в ближайшее время мы планируем создать круглый стол, куда пригласить соответствующие все структуры заинтересованные, экологическую полицию, в том числе коммунальные службы, другие организации, которые будут заинтересованы в этом, и принять там резолюцию о том, чтобы предотвратить уже данные правонарушения. Мало кто знает, что бросание мусора — это правонарушение. Граждан могут, да, это административное правонарушение, и за это даже граждан можно привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 3 до 5 показателей. А теперь скажите, что значит мусор? То есть может ли это быть этикеткой от конфеты, да, от шоколадки? Любой мусор, который вы бросаете на землю, не в урну, за это могут вас привлечь к административной ответственности. Единственная проблема состоит в том, что к ответственности могут привлечь только коммунальные службы, чем они не занимаются в настоящее время. Мы хотим устранить данную проблему, говорить об этом, выносить свои предложения, выслушать других заинтересованных лиц и в конце концов принять, может быть, инициировать какие-то изменения в законодательстве, чтобы не только привлекали этих лиц к ответственности, но и показывали по СМИ, по телевизору, в социальных сетях, чтобы остальные люди это видели и понимали, что это правонарушение. Тогда получается, что и остальные граждане могут содействовать, снимать это на телефон, куда-то высылать, да, в общественные советы какие-то. Хотим предложить открыть горячую линию, как вот при МВД сейчас существует, чтобы люди туда отправляли эти правонарушения, которые они сняли. Просто граждане, просто на камеру попалось, что кто-то бросает мусор, баклажку. И этих лиц уже привлекать к ответственности и показывать об этом всему
городу. Еще ну, у нас есть идея, чтобы в супермаркетах целлофаны были платными, потому что сейчас их используют направо и налево, просто каждый какой-то предмет кладут в отдельный целлофан, а потом люди приходят домой и как бы надобность пропадает в течение 10 минут, а этот целлофан остается на тысячелетия, если его выбрасывать. То есть разлагается он на да, такой нужно период, сделать, чтобы люди расходовали меньше этих изделий целлофановых, и как бы цена, то, что они будут иметь какую-то стоимость, это уже будет влиять. Это будет побуждать людей брать с собой какие-то специальные сумки, как сейчас это делается в Европе. Или бумажные пакеты, да, либо или, такие многоразовые пакеты. Да, многоразовые специальные такие сумки. Пакеты, которые не смотрятся как-то слишком ужасно, такие красивые специальные пакеты. То есть это будет как бы тоже влиять на экологию. Потом еще есть предложение, чтобы в школах стали проводить лекции или какие-то специальные занятия, чтобы говорить детям, да, образовательные занятия, чтобы говорить детям, чтобы они не мусорили, что это плохо. Если детям привить вот эту ответственность и культуру в том, чтобы не убирать мусор, даже они могут своих родителей учить. То есть они придут домой и скажут, вот, когда увидят, что родители бросают мусор, они могут сделать родителям замечание. И мне кажется, именно для будущего важно начать изменения в школах, в садиках, в университетах и даже проводить, вот чтобы в школах проводились какие-то занятия и субботники. То есть когда ребенок будет участвовать в субботнике, и в следующий раз, если он захочет бросить мусор или увидит, что кто-то хочет бросить мусор, он задумается, он поймет, что он истратил время, что он старался, что он уже убирал этот мусор, он сделает замечание и как бы и сам не будет бросать. Вы знаете, я бы хотела в этом плане напомнить нашим телезрителям, где-то там далеко в Швеции Грета воюет за вопросы экологии. Да, у нас простые таджикские ребята и девушки, они встают, берут перчатки, берут мусорные пакеты и собирают мусор на улицах любимого родного города, и эту инициативу поддерживают другие люди. Мне кажется, это очень показательно. Вы хотите добавить? Да, мы начали говорить о том, что будущее поколение, дети и так далее. Абсолютно с этим согласна. Да, дети наше будущее, мы должны сейчас прививать им это все, но если не будет тех родителей, которые научат своих детей, тех же мам и пап, ну, в основном мам, к сожалению, это очень актуально для нашей республики, когда сидящие дома мамы, они не всегда зайдут в Facebook или в другие социальные сети и увидят, и задумаются, и, может, где-то научат своих детей. Здесь, наверное, стоит еще думать о том, как доносить это до тех женщин, до тех родителей, которые дальше, собственно говоря, своего дома ничего и не видят. И если у них дома чистота, то они и замыкаются в этом, они и думают, что в рамках моего дома все хорошо. А выходя на ту же улицу, подметя свой небольшой участок, просто остаются равнодушны к этому, ко всему. Нам нужно думать о детях, но нам нужно думать о том, какие каналы мы будем использовать для того, чтобы в первую очередь доносить это до взрослых. Возможно, через какие-то социальные ролики, которые можно будет запускать через телевидение, через какие-то баннера или другие ресурсы, которые будут сподвигать нас всех задуматься о том, что мы делаем, там, где мы бросаем мусор, там, где мы живем. На самом деле хочу вас поддержать и сказать, что сегодня на отечественных телеканалах крутятся такие социальные ролики, когда дети подходят, поднимают ту же бутылку, да, или ту же этикетку, кладут в мусорное ведро, то есть все это есть. Понимаете, есть отдельные инициативы, есть какие-то общие течения. Просто если мы это будем постоянно делать, самое главное в этом деле, мне кажется, да, регулярность. Вот когда все это будет делаться, обязательно, мне кажется, людьми будет поддерживаться в различных социальных группах, да, и в различных городах республики. Навруз, вы хотите подытожить, если есть возможность? Да, я хотел еще сказать о том, что если мы помним, ну, конечно, мы помним, что лет 20 назад вообще не было таких проблем, поскольку пластика тогда не существовало в таких объемах, которых есть сейчас. На данный момент я изучил немножко этот вопрос, уже где-то в 40 странах мира тем или иным образом либо ограничивается, либо полностью запрещается использование пластика, пластиковых изделий. И на самом деле нашу жизнь пластик делает очень легкой в плане того, что это одноразовые там посуда, одноразовые баклажки, одноразовые трубочки, но планета у нас не одноразовая, поэтому нам всем надо задуматься об этом и
максимально стараться меньше использовать пластик. И те компании, которые производители пластика, им тоже надо будет задумываться о том, что как-то перерабатывать этот пластик, собирать этот пластик, чтобы это не привело к полному запрету в Таджикистане. Это в первую очередь будет зависеть от них. Некоторые компании, которые тоже производители, скажем, этих пластиков, они очень активно помогают нам во время этих акций, поддерживают, и они понимают, что хоть они не прямо, но косвенно сопричастны к этим мусорам, которые образовываются в реках, там на местах. Также мы, когда ходим в горы и видим, опять-таки, это количество мусора, которое там находится, еще раз хотел бы призвать тех людей, которые ходят в эти горы: пожалуйста, убирайте за собой мусор, потому что мусор, который вы там оставляете, каждый год за годом вы уничтожаете полностью эту природу. Мы своим детям можем не оставить уже ту красивую природу, которую нам оставили наши предки. Ну и вопрос, наверное, к Амиру, поскольку с него мы начали. Человек, который замутил все это движение в хорошем смысле этого слова, да? Есть еще предстоящие акции, помимо 27 октября, возможно, на зимний период, весенний, у вас есть, наверное, план мероприятий, которые вы хотите делать для того, чтобы Душанбе стал чище? Так, в основном, основная задача проведения этих акций то, чтобы общественность обратила внимание на проблему загрязнения, то есть то, что мы сейчас убираем у мостов Душанбинки мусор и то, что собираются люди, это очень хорошо, но они как герои, они должны показать, они должны стать примером для остальных жителей Душанбе и вообще нашей страны, чтобы, насчет того, чтобы люди задумались о загрязнении. И мы хотим подготовиться, то есть у нас будет еще одна акция 27 октября, и уже в следующем году мы уже хотим чуть-чуть расширить наши вот эти мероприятия, то есть географию, уже, да? Да, географию, то есть устраивать акции и в горах, и на районах, и еще как бы сделать вот сайт, как Навруз упомянул, и чтобы люди, допустим, если есть какие-то проблемы на районах с мусором, чтобы люди это фотографировали, отправляли на этот сайт, и чтобы эти проблемы максимально быстро решались. Спасибо огромное вам всем, дорогие участники. Это вот как раз-таки тот случай, когда положительные примеры тоже заразительные, они показательны. Присоединяйтесь к акции молодых и не только тех, кто неравнодушен к тому, чтобы Душанбе и остальные города республики были всегда чистыми и без грязи. Это была программа «Тема дня». Я ее ведущая Наргиз Касымова. Встретимся с вами ровно через неделю. До встречи.